Не пропустите это видео, потому что оно несет для вас божественное послание. Оставайся с этим до конца. Сегодня с вами общается Создатель, и кто-то обращается к Всевышнему от вашего имени, молясь о том, чтобы испытать любовь, которую может дать такой человек, как вы. Они тянутся к источнику всей любви, с нетерпением ожидая момента, когда наконец встретят вас. Вселенная скоро выровняет вас, и это будет прекрасная встреча. Поймите, что все является частью большего процесса. Исцеление не происходит мгновенно. Это нормально – выпустить слезы и позволить своей защите упасть. Не нужно делать вид, что у вас все под контролем. Больно ждать, больно. Вам не нужно притворяться, что обиды, причиненные вам, были приемлемыми. Выпустите все это наружу и отдайте Божественному. Позвольте Иисусу превратить вашу боль в нечто необычное. Покажите свою веру, поставив лайк этому видео. Я продолжаю испытывать ощущение легкого ветерка. Небесный ветерок, мягкий и нежный, почти как шепот. Звуки триумфа и победные крики доносятся с этим ветром. Происходит сдвиг, причем значительный. Это началось. Вы поймите, предназначено ли это пророчество для вас. Для кого-то это послужит подтверждением. Смена здесь. Даже если вы физически не видите этого, я знаю, что вы можете это почувствовать. Дух Господень подтвердил это. Господь взывает к вам, не поддавайтесь влиянию вашего окружения. Мой Дух будет вести вас. Я молюсь за вас о том, чтобы Божественное послало кого-то, кто любит вас так же сильно, как вы любите Его. Я молюсь, чтобы твой предназначенный человек прибыл, и он был всем, о чем ты молился, и даже больше. Господь придет, чтобы вернуть все, что вы потеряли своим противникам. Твои обещания, твое слово – все это тебе возвращается вдвойне за те беды, с которыми ты столкнулся. Пауза была необходима Отцу, чтобы усовершенствовать свой дар, но в этом сезоне Он возвращается к вам. Компенсация, восстановление и примирение грядут в этом сезоне. Слава Богу! Введите 11:11, чтобы подтвердить свою веру в Божественное. Вскоре вы проживете свои лучшие дни со своей второй половинкой. Вы будете ходить по исполненным молитвам, и все будет в порядке. На горизонте волна восстановления. Сегодня мой дух отягощен бременем разбитых душ этого служения. Дух Господа говорит: «Я приду вернуть украденное». Ты вернешь все. Все, что обещал Господь, все, что Он сказал, все возвращается к вам. Держитесь, враг больше не сможет претендовать на то, что принадлежит вам по праву. Слава Богу! Введите «Я готов сиять» для подтверждения. То, чего вы ожидаете от Бога, стоит ожидание. Может показаться, что проще согласиться на то, что желает ваше сердце, но вы упустите самые удивительные благословения. Вы упустите землю обетованную и всю славу и благосклонность, которые исходят от нее. Это стоит ожидание. Я знаю, что это больно. Я знаю, это трудно понять. Я знаю, что вы устали от захода в тупик, но Божественное приготовило для вас что-то невероятное. Вас обидели, обманули, эксплуатировали, но Божественное посылает вам искренний ответ. Того, кто будет любить тебя, лелеять тебя и относиться к тебе так, как ты всегда желал. Оно приближается, Дитя Божественное.
Поделитесь этим видео, если ищете благословений. То, на что вы так надеялись, вот-вот совершит полный круг. Ваши дни почти там заканчиваются. Настало время, чтобы ваше обещание совершило полный круг. Это только вопрос времени, возвещает Дух Господень. Дух обращается к сломленной, одинокой душе. Не успокаивайся пока, дитя мое. Самое лучшее готовится, и ожидание того стоит. Я знаю, что это было долго и тяжело, но я не оставил тебя. Я совершенствую это чудесное обещание творить чудеса для моего королевства. Оно будет настоящим сокровищем и принесет мне много славы. Поддержите наш канал, сделав нам пожертвование. Я знаю, это было тяжело. Я знаю, это выглядит немногообещающе. Но Божественное продолжает показывать мне полный круг. Оно близится к завершению. Для многих это сезон самореализации. Возбуждаться. Подготовить. Слава Богу! Приближается. Прекрасная душа, дни твоих страданий заканчиваются. Я знаю, что это похоже на бесконечную битву испытаний и боли, но перемены уже не за горами. Пока я молился, я услышал звук открывающейся двери. Дверь, о которой вы молились, открывается. Введите 555, чтобы выразить свою веру. Вам может казаться, что вы находитесь в пустыне, но Божественное начало вот-вот пошлет дождь. Есть место, куда Божественное приведет вас, место, далекое от вашей боли и прошлых ошибок. Это место новое. Это место ты. Вы будете новым человеком, окутанным божественной любовью и непоколебимой благодатью. Вы получите то, что желает ваше сердце, и боль будет омрачена криками радости. Это твоя доля, прекрасная душа. Божественное не оставит тебя в таком состоянии. Враг не может претендовать на то, что принадлежит вам. Ваше обещание обеспечено кровью Иисуса. Он верен в исполнении. Не тратьте время на просьбы и мольбы о том, что уже исполнилось на небесах. Похвалите Его. Он справится. Введите 888, чтобы получить его. Божественное благословит вас браком, который отражает славу Божественного. Брак – это больше, чем просто исполнение желаний вашего сердца. Оно также представляет божественную славу здесь, на земле. Брак служит определенной цели. Рано утром, когда я был глубоко в молитве, я почувствовал, как Господь общается со мной. Он представил мне гигантский взрыв, знаменующий обильные чудеса. Этим утром меня глубоко тронуло ощущение, что небеса вот-вот сотворят чудеса, каких еще никогда не было. Если вы верите в Бога, поделитесь этим видео. В ноябре этого года исполнится долгожданное обещание, которого вы так ждали. Во сне Господь изобразил мне огромный водоем. Перед ним стояло несколько человек, когда внезапно вода начала подниматься, расходиться и позволять людям переправиться. Многие испытают этот переход, эту трансформацию в течение месяца. Это будет незабываемый ноябрь. Боль, которую вы испытываете сегодня, скоро превратится в силу. Борьба, которую вы сейчас ведете, скоро станет территорией вашего триумфа. Хотя печаль действительно может сохраняться всю ночь, утром нас всегда встречает радость. Твой рассвет приближается. Тишина, одиночество и долгие ночи могут утомлять, но помните,
вашу прекрасную историю любви создает тот, кто любит вас больше всего. Добравшись до финиша, вы будете благодарны за то, что не торопились и не соглашались на меньшее. Господь показал мне видение камней, распадающихся на мельчайшие фрагменты. Я считаю, что это служит подтверждением для тех, у кого было подобное видение или кому знаком стих о рушащихся стенах. Господь проиллюстрировал рушащиеся камни и объяснил: больно, потому что что-то ломается. Больно, потому что вы переходите. Что-то меняется, и то, что лежит за пределами, это ваше обещание. Подтвердите свою веру, сказав: «Иисус – Господь». Ноябрь этого года будет знаменательным. Бог собирается вмешаться так, как вы никогда раньше не видели. Ваш урожай приближается. Свидетельства уже начали поступать. Ноябрь станет для вас месяцем прорыва и урожая. Получите Божье благословение, потому что для некоторых из вас вот-вот откроются небесные окна. Господь разбудил меня и объявил, что настало время Малахии 3 часа 10 минут, где Он обещает открыть для вас окна небесные и излить для вас благословение, пока в нем больше не будет нужды. Если вы читаете это и понимаете, что у вас сезон родов, обратите пристальное внимание. Господь продолжает показывать мне образы водной ряби, обозначающие движение Его Духа. Ваша текущая ситуация находится под Его влиянием, и хотя в естественном мире это может и не показаться таковым, в любой момент вы станете свидетелем того, как это проявится. Не позволяйте сатане отвлекать вас или привязывать вас к кому-то, не имеющему отношения к вашей цели. Молитесь о развлечении и ждите вмешательства Бога. Провозгласите свою веру, сказав: «Я хочу заявить об этом». Ваша ситуация изменится. Он никогда не оставит тебя в отчаянии. Этот трудный этап – часть вашего прекрасного свидетельства. Оно готовило вас, пока ваши благословения находились в руках Отца. Вскоре ты постигнешь борьбу, и награда будет огромной и обильной. Ты не забыт. Ваше желание вступить в брак находится в сердце Отца. Вскоре вы поймете, почему ожидание того стоило, и у вас будет замечательное свидетельство, которым вы сможете поделиться с одинокими. Ваш будущий брак принесет благословение не только вам, но и другим. Все для Его славы. Любовь, о которой вы молитесь, существует за пределами этих гор и долин. Бог использует это время, чтобы формировать и формировать вас. Подчините свою волю Ему и наблюдайте, как Он благословляет вас самой замечательной историей любви. Я чувствую оживление в своем духе, говорящее: «Будьте готовы, ибо оно скоро произойдет». Это говорит о том, что на горизонте неожиданные сюрпризы. У меня было видение, где Господь вдохнул жизнь в безжизненное тело. В один момент человек был безжизненным, а в следующий он уже дышал. Господь снова вдохнул жизнь в его легкие. Вы можете задаться вопросом: почему это произошло? Почему я здесь? Почему это происходит? Но даже это непростое время года является частью Его божественного плана. Это ваш момент. Это ваше время. Ваш дух не ошибается, все скоро изменится. Это не тупик, это начало прекрасного сезона обещаний. Вам не всегда нужно молиться, пока стены не рухнут, или просить, пока у вас не кончатся слова. Что, если капитуляция является ключом? Что, если Бог просит покоя?
Что, если позволить этому уйти, это катализатор для того, чтобы Бог дал обетование? Возможно, ваша капитуляция станет последним испытанием. Подтвердите свою веру, сказав 222. Ваш внезапный прорыв уже здесь. Бог внезапно изменит ситуацию. В один момент все будет в одном направлении, а в следующий момент оно внезапно изменится. Настал ваш сезон родов, но ни одного рождения. Это сезон многоплодия. Это сезон восстановления всего и даже большего. Будьте спокойны. Он движется. Молчи. Он работает над чем-то важным в вашей жизни. Этот месяц не только принесет урожай многим, но и принесет урожай, о котором вы молились и терпеливо ждали. Подожди. Дело все еще движется. Ситуация все еще меняется. Это не то, что вы думаете. Для некоторых из вас это будет величайшим актом веры. Ваши испытания и невзгоды – это испытания. Но, дорогой верующий, не сдавайся сейчас, ты так невероятно близок. Когда вы принимаете решение бороться за любовь и доверяете Богу, будьте готовы к тому, что противник будет сопротивляться. Не бойтесь, ибо Бог – ваш защитник и ваша сила. Положитесь на Бога и обретите мир, ибо Ему принадлежит битва. Ваша история любви защищена Его жертвой. Вам суждено выйти замуж. У тебя будет потомство. Вы станете свидетелем Его благосклонности в своей жизни. Дух Господа заговорил. Напишите «Я люблю Бога», чтобы выразить свою преданность Ему. Я молюсь, чтобы все шансы, мешающие вашему будущему, были уничтожены могущественной силой жертвы Иисуса. Препятствия будут разрушены. Застой будет уничтожен. Я постановляю, что ваши благословения придут к вам внезапно и без усилий. Разве Он не сделает это? Оставайся верной во время своей борьбы, прекрасная душа. За пределами этого сложного периода есть награда. Это может показаться мрачным, но наш Бог может изменить это в мгновение ока. Не оставляйте надежду. Крошечное семя веры – это все, что вам нужно, чтобы сдвинуть горы. Проблеск надежды может зажечь чудо. Он Бог чудес. Ваши молитвы и тихие слезы хранятся на небесах, запечатанные нежной любовью и заботой, пока Он творит свою волю. Ноябрь – ваш месяц прорыва. Освободитель вошел в комнату. Бог пошел раньше вас. Когда вмешивается Бог, все меняется и происходят чудеса. Пусть вы станете свидетелем сверхъестественных чудес. Напишите «Иисус есть Господь». Господи, я доверяю Тебе. Я верю в Тебя, потому что Ты Бог. Я доверяю Тебе, потому что Ты хороший. Ты не оставишь меня вот так. Ты выполнишь то, что обещал. Вы сделаете все, что обещали, и я заранее благодарю вас. Весна здесь. Цветы цветут. Изменения витают в воздухе. На сушу пошел дождь и сильный ветер. Дух Господень на нас. Он сказал: не упустите этот момент. Не упустите этот момент. Поверьте мне. Кто-то получил пророчество на этот год. Кому-то сказали, что это их год, но их положение кажется отчаянным. Кто-то разбит и находится на грани капитуляции. Это сообщение для вас. Это все равно произойдет.
У него еще достаточно времени, чтобы сделать это. Он не забыл тебя. Это все еще твой год. Его слово не изменилось. Вы станете свидетелем того, как ваше обещание материализуется до окончания этого года во имя Иисуса. В атмосфере произошел сдвиг. Область, в которой вы в последний раз столкнулись с трудностями, это именно та область, где вы совершите прорыв. Верные дети Божьи подверглись жестоким нападениям, но сегодня утром я вижу, что вмешался Господь. Я чувствую перемену в атмосфере. Прорыв в воздухе. Введите 555, чтобы получить его. Я знаю, это больно, но этот сезон не был предназначен для того, чтобы тебя уничтожить. Вместо этого этот сезон был разработан, чтобы подтолкнуть вас к вашим благословениям. Я знаю, ты чувствуешь давление. Я знаю, что враг делает все возможное, чтобы победить тебя. Но это только потому, что вы находитесь на пороге чуда, способного изменить вашу жизнь. Подожди еще немного, Дитя Божье, ты станешь свидетелем сверхъестественной силы Бога, как никогда раньше. Возможно, последний заставил тебя почувствовать, что тебя недостаточно, но, дорогая, тебя будет более чем достаточно для правильного. Правильный человек будет дорожить всем, что связано с вами. Посланному с небес всегда предназначалось видеть твою красоту, твоя красота всегда предназначалась для того, чтобы ею мог восхищаться тот, кто заслуживает восхищения. Я молюсь, чтобы ты никогда не избавлялся от одиночества и нежелания ждать того, чего заслуживаешь. Настоящая любовь все еще существует. Браки, предписанные небесами, все еще возможны, и вы этого заслуживаете. Дорогая разбитая душа, Бог восстановит тебя, как будто этого никогда не было. Боль скоро утихнет и сменится любовью. Но не просто любовь, а любовь, о которой вы всегда молились и желали. В настоящее время Бог собирает кусочки воедино и собирается восстановить вас. Ваша жизнь скоро снова станет прекрасной. Это разворачивается. Он все еще движется. Ваш прорыв зафиксирован. В любой момент вы станете свидетелем вашего величайшего чуда, поскольку он проявит свою силу, как никогда раньше, и его верность утешит вашу душу. Дух Господа говорит, то, что кажется разваливающимся, на самом деле собирается вместе. Я знаю, что оно выглядит так, будто оно разбито на куски. Все разбросаны, и это пугает вас, но Бог хочет, чтобы вы знали, что на самом деле все собирается вместе. Части собираются вместе, и вы, наконец, поймете. Введите 999, чтобы получить его. Я не думаю, что ты осознаешь, насколько прекрасным будет твое обещание, когда оно будет получено. Я знаю, что иногда это больно. Я знаю, что боль от того, что происходит сейчас, может заблокировать надежду на то, что произойдет, но ты борешься за что-то чудесное. Когда он наконец прибудет, это будет так красиво. Для вас есть кто-то. Бог откроет эту дверь. Ты не ждал так долго только для того, чтобы в конце концов сломаться. Вас ждет красивая история. Есть замечательный человек, с которым Бог скоро соединит вас. Никогда не переставай верить. Ваши желания имеют значение для вашего Отца. Дух Господа говорит, освобождение уже здесь. Вы исполните свое обещание. Оно должно произойти сейчас.
Некоторые из вас опоздали, но задержки и осложнения, связанные с родами, заканчиваются сейчас. Вы родите обещания в этом сезоне. Враг знает, что ты ближе, чем когда-либо. Он видит действия ваших ангелов и благоволение Бога во всем вас. Он пытается вывести тебя из себя и утомить, потому что ты в нескольких шагах от обещанного места. Я знаю, что это больно и утомительно, дитя, но, пожалуйста, сделай шаг назад и пойми, что враг нападает на тебя не просто так. Почему подняли температуру? Потому что враг пытается остановить это огромное движение Бога, но не может. Кто-то молится за вас. Кто-то надеется, что вы не сдадитесь. Кто-то желает быть всем, чем вас создал Бог. Ты ответ на чью-то молитву. Ты чье-то благословение. И в назначенное Богом время Он благословит его. Введите 222, чтобы получить его. Вы ждете чего-то прекрасного. Отец знает, чего вы желаете от супруга. Он знает, как соединить вас с этим человеком. У самого Создателя любви есть удивительный возлюбленный, приготовленный специально для вас, и Бог благословит его в свое идеальное время. Дух Господа говорит: бесплодная родит. У вас больше не будет недостатка. В этом сезоне Он внезапно дает обещание. Приготовьтесь, вы поймете, подходит ли вам это слово. То, что когда-то было бесплодным, теперь легко родится его могучей силой. Пусть ваш будущий партнер скорее найдет вас и одарит вас самой глубокой любовью. Пусть вы всегда испытываете чувство безопасности и обожания. Возможно, это займет больше времени, чем ожидалось, но имейте в виду, что на Бога можно положиться. Он тщательно создает идеальную историю любви для вашего существования. Если вы верите в Иисуса, наберите 1212. Совершенно нормально чувствовать себя не в порядке. Это приемлемо, если вы чувствуете, что не можете продолжать. Ваше путешествие еще далеко не окончено, даже если вы не в порядке. Я надеюсь, что вы продолжите упорствовать, несмотря на боль. Ваше послушание и настойчивость приведут вас к желаемому прибежищу. Бог никогда не оставит тебя. Твердо стойте в своей вере в историю любви, которую Он вам гарантировал. Твоя вторая половинка здесь и ждет. Ожидание того стоит, и вы выбрали правильное время. В любую минуту вы встретите их. Если вы верите в Бога, наберите 1616. Легко быть сбитым с толку окружающими вас обстоятельствами и чувствовать, что они никогда не изменятся. Легко ошибиться, когда обещание кажется менее многообещающим. Трудно сохранять веру, когда дела идут не по плану, но у Бога все еще есть план. Он не забыл обетов, которые Он дал тебе. Это может быть трудно, но ваши обещания все еще в силе и уже в пути. Введите 1717, если вы готовы его получить. Браки, благословленные Царством, в этом сезоне внезапно начинают осуществляться. Господь сказал: Его слова не вернутся тщетными. Переходите ли вы от одиночества к браку или от распавшегося брака к восстановленному «Бог рядом»? Время не имеет значения для Отца. Вам может казаться, что вы упустили свой шанс, что время ускользает и вы растратили свою жизнь впустую, но Бог хочет, чтобы вы знали, что вы идете точно по графику. Он наверстывает время, потерянное в твои самые мрачные часы. Следующий этап вашей жизни будет прекрасен, поскольку ваши благословения расцветут.
Если вы готовы, введите 2020. То, о чем вы молитесь, оно не исчезло. Это обещание, в которое вы верите Богу, оно очень живое. Господь говорит, оно не умерло, оно только спит. Вы думали, что все кончено, но Бог говорит, что оно просто дремлет и вдруг снова оживет. Анна так плакала, что священник подумал, что она пьяна. Но в одно мгновение Господь вспомнил об Анне, и она зачала своего прекрасного обещанного ребенка. Для нее это был глубоко личный момент. Ее самое сокровенное желание было исполнено верной рукой Бога. Каково желание вашего сердца? Что Бог шептал вам в минуты тишины? Вас запомнят. Если вы верите в Бога, введите 222. Вы находитесь на грани понимания, почему это никогда не работало ни с кем другим. Вы скоро поймете, почему не смогли договориться и почему ожидание того стоило. Перед вами откроется знаменательная дверь, ведущая в ваше обетованное место, ведущая к желаниям вашего сердца. Эта дверь долгое время была закрыта, темная и безнадежная, но она вот-вот распахнется и все изменит. Возлюбленное Дитя Божие, твое видение было верным. Обещание было верным. Ты не сходишь с ума. Видишь ли ты битву вокруг себя? Это доказательство обещания. Это знак того, что вы на правильном пути. Храни веру, дитя. Сохрани надежду, любимый. Скоро для вас откроются сверхъестественные двери из неожиданных мест и неожиданных людей. Введите 333, если вы верите в Бога. Обещание, которого вы так долго ждали, вот-вот сбудется. Господь расстраивает замыслы врага против тебя и ведет тебя от славы в славу. Вы почувствуете себя заново рожденными, когда придет Отец. Настало время возмездия и компенсации. Если вы готовы заявить об этом, наберите 999. Я слышу сокрушительный звук. Просто что-то сломалось в духе. Все, что удерживало ваше благословение, было разрушено силой Иисуса. Ваша вера сделала это возможным. Его верность сделала это возможным. Готово? Пусть ваше сердце исцелится, чтобы Отец мог послать вам любовь, которую вы так долго ждали. Не упустите этот драгоценный сезон. Я знаю, что ожидание похоже на наказание. Я знаю, что вы видите, как другие получают свои благословения, и вы не можете не задаться вопросом, когда придет ваше время. Но, Дитя Божие, твое время приближается. Узнавайте все, что можете, но знайте, что вас не забыли. Ваша прекрасная история любви приближается, и она принесет столько славы. Напишите: «Боже, пожалуйста, дай мне благословение, если вы готовы». Этот месяц – начало значительных трансформаций. К концу месяца вы, возможно, почувствуете себя совершенно другим человеком, поскольку Бог делает что-то новое. Исайя 43, 18-19-18. Забудьте прежнее, не останавливайтесь на прошлом. 19. Смотрите, я делаю новое дело. Теперь оно возникает, разве вы не видите этого? Я прокладываю путь в пустыне, и ручьи в пустыне. Отношения, благословленные Богом, стоят ожидания. Я знаю, что ты хочешь этого сейчас, но ты стоишь большего, чем посредственность. Время лечит все раны. Мучение ожидания может быть невыносимым, и столь же болезненным может быть наблюдение за тем, как другие находят любовь. Однако проведение времени не с тем человеком,
может оказаться еще более разрушительным. Помните, история вашей жизни уже написана Богом, включая вашего будущего супруга. Утешайтесь тем, что ваше время приближается, и вы почувствуете облегчение от того, что ни к чему не торопились. Распространите это сообщение среди своих близких. Да, будут моменты, когда вам захочется сдаться, моменты, когда вы будете лить слезы и чувствовать, что тяжесть мира лежит на ваших плечах. Однако вы также найдете надежду среди разочарований. Вы столкнетесь с испытаниями, и ожидание может оказаться тяжелым, но Бог даст вам силы продолжать. Со временем все встанет на свое место, и вы поймете, что каждый момент, предшествовавший этому, того стоил. Однажды я увидел видение большой стены, разрушенной мощным потоком воды. Я сразу понял его смысл. Небесные шлюзы вот-вот откроются для многих верующих. Вы постились, молились, и постепенно стена начала трескаться. Но Бог собирается внезапно его распахнуть. Ждать нелегко, оно может быть долгим, тяжелым и одиноким. Это может быть болезненно. Однако то, что произойдет за пределами этого периода ожидания, оправдает все это. Даже если сейчас этого не чувствуешь, знай, что ты ждешь чего-то прекрасного. Ваше обещание все еще в силе, поэтому не отвергайте его только потому, что вы его еще не видите. Ваш момент трансформации, ваш внезапный прорыв и цветение семян, которые вы посеяли, все это уже не за горами. Бог видит вашу веру и ваше сердце. Он знает, что вы желаете этого прорыва сейчас, и понимает ваше замешательство. Однако иногда все, что вы можете сделать, это отдохнуть. Проявляйте сострадание к тем, кто страдает физически, умственно или духовно. Облегчите их боль, успокойте их обеспокоенное сердце и оживите их уставшие души. Выразите благодарность Господу за уже полученные и будущие благословения. В глубоком почтении мы склоняемся перед Ним. Приготовьтесь, ведь в ближайшие 7 часов после прослушивания этого послания ожидайте чудес и всепоглощающие волны радости. Представьте, что вы получаете благословение, процветание и крепкое здоровье. Бог превращает ваши препятствия в возможности, слезы в улыбки и дефицит в изобилии. Верьте, что у Бога есть замечательные планы для вас и вашей семьи. Он призывает вас испытать новый уровень благословений и чудес. Даже среди жизненных бурь Он поддерживает вас, готовый изменить вашу историю, финансы, здоровье, отношения и все остальное. Не позволяйте слезам затуманить ваше видение, а печали сковать ваше сердце. Всемогущий Бог с вами, и Его любовь огромна, как небеса, и глубока, как океаны. Не расстраивайтесь из-за неопределенности, ведь Бог все контролирует, и вас окружает легион ангелов. Он готовит вас к будущему, наполненному благословениями и победами. Сомнение не должно доминировать над вами. Подтвердите, что Бог никогда не подводит, и пусть ваша вера останется твердой. Вы уникальны, отражение божественной любви и совершенства. Вы находитесь на пороге нового сезона, полного благословений, процветания и побед. Успех близок, как никогда. Приготовьтесь удивляться благословениям, радости и чудесам в течение этого года. Заявите «Победа за мной» и приготовьтесь к процветанию в его полной форме, которая изменит вашу жизнь, наполнит вас миром, исцелением и обновлением. Божественная благодать окутает тебя, и свет Божьего присутствия озарит твой путь.
Утвердите: Бог – мое обеспечение, и укрепите свою веру. Там, где когда-то была пустыня, забьются фонтаны живой воды. Там, где сердца были отмечены болью, проявится божественное исцеление. Даже в самые одинокие ночи вы почувствуете утешающую и безусловную любовь Бога. Глубокий отрывок из Евангелия от Матфея 6 часов 33 минуты дает ценный урок, призывая нас расставить приоритеты в поисках Царства Божьего и Его непоколебимой праведности. Награда за это упорное стремление велика, все остальное приложится к вам. Подумайте о горячих молитвах Иисуса Навина, почитаемой фигуры в библейской истории. Под руководством Иисуса Навина Бог совершил чудесный подвиг, остановив солнце и приостановив естественный порядок вещей на благо детей Израиля. Это служит убедительной иллюстрацией необычайной силы Бога вмешиваться в нашу жизнь. Божественное послание сегодня ясно: сосредоточьтесь на Боге, а не запутывайтесь в битвах и испытаниях, с которыми вы сталкиваетесь. Если вы в первую очередь будете искренне стремиться к Его королевство будет сражаться за вас. Очень важно признать, что всемогущий Бог, которому вы служите, превосходит все мирские силы, как сказано в 1 Иоанна 4:4. Вы, дорогие дети, от Бога и победили их, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Полностью ли вы осознали огромную силу, которой наделены вы как набожный христианин? К сожалению, многие верующие недооценивают огромную силу, находящуюся внутри них, позволяющую врагу диктовать свою судьбу. Обладание Христом в своем сердце дает вам беспрецедентный источник силы. Перед лицом признания мира провалом, сила внутри вас провозглашает ваш успех. В мире, который провозглашает невозможное, неукротимая сила внутри вас призывает вас упорствовать. Зачем вам беспокоиться об ограниченности мирских сил, если вы наделены превосходящей силой? Подумайте над Иисусом Навином 10:8, где Господь заверил Иисуса Навина: «Не бойся их, я отдал их в руки твои. Ни один из них не сможет противостоять тебе». Иисус Навин непоколебимо придерживался Божьих обещаний и отказывался уступать, даже когда шансы казались непреодолимыми. Он олицетворял веру перед лицом, казалось бы, невозможного, и сдержал слово Бога. Подумайте о своей жизни. Какая, казалось бы, непреодолимая задача сейчас стоит перед вами? Когда кажется, что время ускользает, а годы и месяцы спешат, когда морщины возраста начинают проступать на вашем лице, помните, что никогда не следует поддаваться отчаянию. Сохраняйте непоколебимую веру в Бога даже в самых грозных испытаниях и сохраняйте ярко горящее пламя вашей веры. Бог обладает силой совершить за один день то, на что обычно уходит 30 лет. Его всемогущество не знает границ, но есть две основные предпосылки – непоколебимая вера в Бога и непоколебимое стремление упорствовать. Держитесь за них, и вы увидите, как в вашей жизни начнутся чудеса. Агония ожидания может быть тяжелым бременем, точно так же, как наблюдение за тем, как другие находят друзей, может быть столь же душераздирающим. Однако последствия траты времени не на того человека могут быть еще более разрушительными. Всегда помните, что история вашей жизни уже написана Всевышним, включая судьбу вашего будущего партнера. Утешайтесь осознанием того, что ваше время близко, и вы будете благодарны, что не бросились поспешно ни в какие отношения. Передайте это сообщение тем, кто вам дорог. Неизбежно будут моменты,
когда капитуляция покажется единственным выходом, моменты, когда слезы льются свободно, и кажется, что тяжесть мира лежит исключительно на ваших плечах. Несмотря на это, вы также найдете надежду перед лицом разочарования. Вы претерпите испытания, и ожидание может стать обременительным, но Господь даст вам силу духа, чтобы выстоять. Со временем все выровняется, и вы поймете, что каждая секунда, предшествовавшая этому моменту, того стоила. Я вспоминаю, как однажды у меня было видение огромной стены, разрушенной мощным потоком воды. Смысл мне был сразу ясен. Небесные шлюзы вот-вот откроются для бесчисленного количества верующих. Вы постились, молились, и медленно, но верно стена начала рушиться. Но будьте готовы, потому что Бог собирается полностью разрушить его. Ожидание может быть тяжелым, долгим, трудным и одиноким. Это может быть мучительно. Тем не менее, награды, которые ждут вас после этого периода ожидания, оправдают все это. Даже если сейчас так не кажется, помните, что вас ждет нечто поистине необыкновенное. Ваше обещание все еще в силе, поэтому не игнорируйте его просто потому, что оно еще не видно. Ваш момент метаморфозы, ваш неожиданный прорыв и цветение семян, которые вы посадили, уже не за горами. Бог признает вашу веру и ваше сердце. Он понимает ваше стремление к этому прорыву сейчас и сочувствует вашему замешательству. Однако иногда все, что вы можете сделать, это отдохнуть. Проявите доброту к тем, кто страдает физически, эмоционально или духовно. Принесите им утешение, успокойте их обеспокоенное сердце и наполните энергией их утомленные души. Проявите благодарность Господу за благословения, уже дарованные вам, и за те, которые еще предстоит получить. В глубоком почтении мы склоняемся перед Ним. Будьте готовы и в течение следующих 7 часов после получения этого сообщения ожидайте чудес и волны глубокого счастья. Визуализируйте получение благословений, процветания и крепкого здоровья. Бог превращает ваши препятствия в возможности, слезы в улыбки, а дефицит в изобилии. Доверьтесь великолепным планам Бога для вас и ваших близких. Он приглашает вас испытать новый уровень благословений и чудес. Даже посреди жизненных бурь Он стоит рядом с вами, готовый изменить ваше прошлое, финансы, здоровье, отношения и многое другое. Не позволяйте слезам затмить ваше видение или печали схватить ваше сердце. Всемогущий Бог с тобой, Его любовь широка, как небо, и глубока, как океан. Не позволяйте неопределенности обескуражить вас, ведь Бог командует, а вас окружает сон ангелов. Он готовит вас к будущему, полному благословений и побед. Не позволяйте сомнению контролировать вас. Подтвердите, что Бог никогда не подводит, и сохраняйте свою веру непоколебимой. Вы уникальное воплощение божественной любви и совершенства. Вы находитесь на пороге нового сезона, наполненного благословениями, процветанием и победами. Успех теперь ближе, чем когда-либо. Приготовьтесь к изобилию благословений, радости и чудес в течение этого года. Провозгласите: «Победа принадлежит мне», и приготовьтесь к процветанию в его самой обильной форме, которая произведет революцию в вашей жизни, наполнит вас миром, исцелением и омоложением. Божественная благодать будет окружать вас, и свет Божьего присутствия будет направлять ваш путь. Утвердите: «Бог – мой кормилец», и укрепите свою веру. Там, где когда-то была бесплодная земля,
появятся источники живой воды. Там, где сердца были изранены болью, проявится божественное исцеление. Даже в самые одинокие ночи вы почувствуете утешающую и безусловную любовь Бога. Глубокий отрывок из Евангелия от Матфея 6 часов 33 минуты дает ценный урок, призывая нас расставить приоритеты в поисках Царства Божьего и Его непоколебимой праведности. Награда за такие непоколебимые усилия велика, все остальное вам будет предоставлено. Поразмышляйте над горячими молитвами Иисуса Навина, уважаемой фигуры библейской истории. Под руководством Иисуса Навина Бог совершил чудесное действие, остановив солнце и приостановив естественный порядок вещей на благо детей Израиля. Это служит яркой иллюстрацией необычайной силы Бога вмешиваться в нашу жизнь. Божественное послание сегодня ясно: сосредоточьтесь на Боге, а не запутывайтесь в битвах и испытаниях, с которыми вы сталкиваетесь. И если вы в первую очередь будете искренне стремиться к Его королевство будет сражаться за вас. Крайне важно признать, что всемогущий Бог, которому вы служите, превосходит все мирские силы, как сказано в 1 Иоанна 4:4. Вы, дорогие дети, от Бога и победили их, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Полностью ли вы осознали огромную силу, которой наделены вы, как набожный христианин? К сожалению, многие верующие недооценивают огромную силу, находящуюся внутри них, позволяющую Искусителю диктовать их судьбу. Наличие Христа в вашем сердце дает вам беспрецедентный источник силы. Перед лицом признания мира провалом, сила внутри вас провозглашает ваш успех. В мире, который провозглашает невозможное, неукротимая сила внутри вас призывает вас упорствовать. Почему вас должна волновать ограниченность мирских сил, если вы наделены превосходящей силой? Подумайте над Иисусом Навином 10:8, где Господь заверил Иисуса Навина: «Не бойся их, я отдал их в руки твои. Ни один из них не сможет противостоять тебе». Иисус Навин непоколебимо придерживался Божьих обещаний и отказывался уступать, даже когда шансы казались непреодолимыми. Он олицетворял веру перед лицом, казалось бы, невозможного, и сдержал слово Бога. Подумайте о своей жизни. Какая, казалось бы, непреодолимая задача сейчас стоит перед вами? Когда кажется, что время ускользает, а годы и месяцы спешат, когда морщины возраста начинают проступать на вашем лице, помните, что никогда не следует поддаваться отчаянию. Сохраняйте непоколебимую веру в Бога даже в самых грозных испытаниях и сохраняйте ярко горящее пламя вашей веры. Бог обладает силой совершить за один день то, на что обычно уходит 30 лет. Его всемогущество не знает границ, но есть две основные предпосылки: непоколебимая вера в Бога и непоколебимое стремление упорствовать. Держитесь за них, и вы увидите, как в вашей жизни начнутся чудеса. Твердо держитесь Его обещаний, потому что Бог предвосхищает наши нужды и обеспечивает нам прочную основу, когда обстоятельства становятся опасными. Никогда не упускайте из виду неизменную истину о том, что не существует такого испытания, которое было бы слишком трудно преодолеть Богу, пока мы горячо призываем Его. Он не только слышит, но и отвечает на наши мольбы. Суть проблемы часто заключается в нашей неспособности призвать Бога в неспокойные периоды жизни. На нашем жизненном пути любовь и сострадание к другим служат нашим компасом, направляющим нас искать Божью волю и идти Его путями. Мы молимся за тех, кто страдает, чтобы они могли найти утешение в Его утешительном присутствии.
Мы смиренно призываем Твое имя, Господь. Аминь. В еще одной сердечной молитве мы обращаемся к Тебе, Отец Небесный, вверяя Тебе все наши заботы и страхи. Мы просим Вас помочь Вам всем сердцем доверять Вам, даже если мы не можем видеть полную картину. Вы контролируете ситуацию, и мы просим мира, который превосходит всякое понимание. Напомните нам о Вашей непоколебимой верности, которую мы видели в прошлом и в нашей жизни. Пусть Ваши обещания станут нашим надежным якорем среди жизненных бурь. Мы благодарны за Ваш мир и во имя Иисуса молимся. Аминь. В Евангелии от Матфея 14, 28-30 рассказывается вдохновляющая история о вере Петра. Когда Петр увидел Иисуса, идущего по воде, он спросил: «Господь, если это действительно Ты, прикажи мне прийти к Тебе по воде». Иисус сказал: «Иди», и Петр с непоколебимой верой вышел из лодки и пошел к Иисусу по воде. Однако, как только он перевел взгляд с Иисуса на сильный ветер и волны, в него просочился страх, и он начал тонуть. В отчаянии он воскликнул: «Господи, спаси меня!» Эта история преподносит нам бесценный урок. Когда мы сосредотачиваемся на мировых проблемах и наших тревогах, нас легко может одолеть страх. Тем не менее, когда мы устремляем свой взгляд на Иисуса, князя мира, мы находим благословение, радость и надежду даже перед лицом трудностей. Одним из частых препятствий на пути к переживанию Божьих благословений является сеть непрощения. Бывают моменты, когда мы чувствуем, что другие нам что-то должны, и ожидаем, что они компенсируют наши прошлые обиды. Такое неумолимое мышление может привести нас по разрушительному пути. Мы можем попытаться получить от других то, что, по нашему мнению, они нам должны, стремясь заполнить пустоту, оставленную прошлыми разочарованиями. Однако такой подход разбивает нам сердце только тогда, когда другие не могут восполнить то, что мы потеряли. Испытывали ли вы когда-нибудь такое, требуя от людей того, что может дать только Бог? В 18 главе Евангелия от Матфея рассказывается притча о человеке, которому хозяин простил большой долг, но отказался простить товарищу-служителю меньшую сумму. Этот неумолимый человек попытался взыскать долг, который другой слуга просто не смог выплатить. Эта история учит нас не ожидать, что другие компенсируют то, чего нам не хватает. Вместо этого мы должны полагаться на Божье обеспечение и благодать. Когда мы ставим поиск Его и любовь к Нему превыше всего остального, мы настраиваемся на получение Его благословений. Еще одним препятствием для получения Божьих благословений могут быть наши мысли. Бывают моменты, когда вам может казаться, что вы сделали все, что могли, и все же путешествие кажется бесконечным. Вы можете чувствовать себя измотанным и утомленным. Когда вы достигнете этой точки, пришло время сдаться. Пришло время осознать, что это может сделать только Отец. Именно в такие моменты рождаются чудеса. Пожалуйста, рассмотрите возможность поддержки нашего канала подпиской и пожертвованием. Ваша щедрость высоко оценена. Аминь.